Иман. Что такое иман с точки зрения арабского языка? Мы говорили с вами, что те термины, которые мы встречаем в Коране, в Сунне, они имеют два значения. Значение языковое, то есть его вот изначальное языковое значение. Это слово оно было до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, было у арабов. Слово иман было. Что оно означало? То есть изначальное языковое значение и уже значение этого слова, этого термина в шариате, в исламском шариате. Мы говорили с вами, если вы помните, что знать языковое значение, да, это важно, но это не то, что нас интересует в первую очередь. Потому что Аллах Субхану ва Тааля обязал нас поклоняться Ему на основе чего? На основе вот этого языка, языкового понимания, которое было до ислама, или на основе шариата? На основе шариата. Поэтому то, на что мы опираемся, что нас интересует в первую очередь, это какое определение? Это определение шариатское. Так, иман с точки зрения арабского языка. Что означает иман? Означало иман у арабов. Означает таслик, ат-таслик валь-икрар. То есть подтверждение, икрар, принятие на веру, таслик. Принятие на веру чего-то и подтверждение чего-то, это по-арабски иман. Ясно или нет? Если спросят языковое значение слова иман, вы скажете, это принятие на веру, ат-таслик, подтверждение, икрар. Это иман. Но, как мы говорили ранее, главное, что нас интересует, это значение слова в терминологии шариата. Потому что Аллах Субхану ва Тааля обязал нас поклоняться Ему посредством Его шариата. В терминологии шариата что такое иман? Иман это слово языка, кауль биль-лисан, убеждение сердца, аль-и'тикад биль-джанан, валь-амаль биль-джаварих, деяние органами. Три вещи составляют иман. Что? Слово языка, убеждение сердца, аль-амаль биль-абдан или биль-джаварих, то есть деяние органами. Слово, убеждение, деяние. Увеличивается, это четвертый пункт, он увеличивается от покорности Аллаха Субхану ва Тааля, язиду битаати ар-Рахман, язиду битаати ар-Рахман, увеличивается от покорности Аллаху, ваянкусу бимасияти, битаати шайтан, говорят, уменьшается от покорности шайтану или уменьшается от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. Так увеличивается от покорности Аллаха Субхану ва Тааля, уменьшается от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. Уменьшается от грехов. Вот эти вот 5 пунктов, их называют иногда 5 нунов. Почему 5 нунов? Потому что каждый из пунктов заканчивается на букву нун. Хорошо? Аль-кауль биль-лисан. Слово, лисан это язык, языка. Дальше. Аль-и'тикад биль-джанан. Джанан это сердце. Аль-и'тикад биль-джанан. Убеждение сердцем. Аль-амаль биль-абдан. Деяние органами. Аль-абдан. Опять на н. На нун заканчивается. Хорошо? Третий нун. Потом язиду битаати ар-Рахман. Увеличивается от покорности ар-Рахману, то есть Аллаху Субхану ва Тааля. Янкусу битаати шайтан. Уменьшается от покорности шайтану. Нун опять в конце. 5 нунов. Да? Кто-то скажет, а где доказательства, что иман это не только убеждение сердца, и не только слова языка, то есть признание языком, подтверждение языком, но это еще и деяние, что иман это слово и дело, так говорили салаф. Иман это слово и деяние. Слово и деяние. Кто-то скажет, еще убеждение. Да, убеждение. Но убеждение входит в слово. Почему? Потому что некоторые из предшественников, можно у них найти слова, что иман, слово и дело. Некоторые говорят, а где же убеждение? Когда предшественники говорили слово, они имели в виду слово языка и слово сердца. У сердца есть слово. Хорошо? Что является словом сердца? Его убеждение. Сердце говорит, сердце заявляет. Его убеждение – это есть его слово. Поэтому, когда говорят, называют, определяя иман, 2 вещи, слово и деяние, имеется в виду под словом что? Слово сердца, то есть его убеждение, и имеется в виду слово языка, то есть признание этого всего языком. И деяния. Деяния, опять же, деяния сердца бывают, и деяния органов.
Поэтому, когда говорят иман, слово и дело, под словом подразумевается слово сердца, убеждение, и слово языка. Под деяние подразумевается деяние сердца и деяние, которое человек совершает внешне, то есть своими внешними органами. Так, где доказательства, что иман – это слово и деяние? Или, иначе говоря, это слово, убеждение и деяние. Слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в тексте автор приводит, посмотрите, всегда, когда что-то говорит он обязательно приводит довод. Как правило, он приводит довод. Хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Аль-иман бид'ун ва ситтун, ау бид'ун ва саб'уна шу'ба. Иман имеет 60 с лишним. Или 70 с лишним ответвлений. Аляха каулю ла иляха илляллах. Или шахадату ан ла иляха илляллах. Самое высокое из этих ответвлений свидетельство: нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Одна иматату лазани тарик. Самое низкое. Низкое не значит плохое. Минимальное, хорошо, проявление имана или ответвление имана, устранение препятствий с дороги людей. А стыдливость – это одно из ответвлений имана. Вот слова пророка, алейхиссалату вассалям. Они доказывают то, о чем мы говорили, что иман состоит из чего? Слова, убеждения и деяния. Где? Хадис читаем. Иман, пророк саллаллаху говорит, состоит из 60 с лишним или 70 с лишним ответвлений. Самое высокое свидетельство ля иляха илляллах. Свидетельство ля иляха илляллах. Внимательно. Мы говорили с вами, свидетельство шахада – это что? Это убеждение в сердце и объявление об этом языку. Так, слова свидетельства ля иляха илляллах указывают, что иман включает что? Убеждение сердца и включает слово языка. Если человек в сердце, да, убежден, что ля иляха илляллах, нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, но когда ему говорят, скажи ля иляха илляллах, подтверди свой ислам, подтверди свой таухид, он говорит нет, и отказывается, и не хочет. Такой человек становится мусульманином, является мусульманином? Нет, потому что подтверждение этого языком, если, конечно, он не немой, это что? Это то, без чего не может быть имана. Итак, слова пророка, алейхиссалату вассалям, что иман состоит из 70 с лишним ответвлений, самое высокое это шахада ля иляха илляллах, указано то, что в иман входит что? Убеждение и что? И слово языка. Дальше пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Однаха иматату лазани тарик». Минимальное ответвление имана, одно из ответвлений, это убрать препятствия с дороги. Убрать препятствия, ветка, камень лежит на дороге. Убрать препятствия с дороги людей. Это что? Это убеждение или это слово? Это деяние. Деяние чего? Органов. Деяние органов. Ага, значит, это доказательство того, что деяние органов также что? Является необходимой составляющей веры, имана. Дальше, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит? А стыдливость это одно из ответвлений имана. Стыдливость это что? Это деяние сердца. Это деяние сердца. Понятно? Потому что у сердца есть деяния. У сердца есть такие деяния, как любовь. Это деяние сердца, деяние сердца. Страх – это деяние сердца, деяние сердца. Упование – это деяние сердца, деяние сердца. Надежда – это рахба, то есть боязнь и чаяние. И это аль-хая, это стыдливость. Это тоже деяние сердца. Это теперь какой четвертый пункт был у нас, когда мы говорили, что такое иман? Что иман увеличивается и он уменьшается. Где доказательство того, что иман увеличивается? Слова Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Тауба, 9 суре, 124 аяте. Субхану ва Тааля говорит: «Ва иза ма унзилат сура, фаминхум ман якулу айюкум задату хази имана». فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. А когда не спосылается сура, то среди них находятся такие, которые говорят: кому из вас это добавило веры? Чья вера стала от этого сильнее?
после ниспослания этой суры. И Аллах говорит, что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, увеличивается. Фазадатхум зияда, увеличение, фазадатхум имана, увеличивается от этого их вера, и они радуются. Это доказательство из Корана, то, что вера увеличивается. И доказательств в Коране, в Сунне много других. Мы запомним это, иншаллаху та'аля, то, что будет спрошено на экзамене би'изниляхи та'аля. Кто-то скажет, хорошо, иман увеличивается, вы доказали. А где доказательство, что иман уменьшается? Увеличивается, понятно. А где доказательство, что уменьшается? Есть люди, которые говорят, иман способен увеличиваться, но уменьшаться нет. Во-первых, то, что увеличивается, может увеличиваться, то способно и уменьшаться. То, что способно увеличиваться, то способно уменьшаться. Во-вторых, на это открыто и четко указывается в хадисе пророка алейхиссалату вассалам, в сунне пророка алейхиссалату вассалам. Говорит он, однажды обратившись к женщинам, сказал: «Ма ра'иту мин нафисати аклин ва дин, азхаба лилубби раджуль хазими мин ихдакун». Не видел, пророк алейхиссалату вассалам говорит, не видел из числа обладателей недостаточного ума и недостаточной религиозности кого-либо, кто так же, как вы, мог бы лишить разума благоразумного мужчину. Это пророк алейхиссалату вассалам сказал женщина. Не видел я из числа кого? Обладателей недостаточного, накис, то есть то, что уменьшено, то, что уменьшается. Обладателей недостаточного ума, недостаточной религиозности. Из числа вот таких обладателей недостаточного ума, недостаточной религиозности не видел кого-либо, кто так же, как вы, женщины, мог бы лишить разума благоразумного мужчину, сбить с толку благоразумного мужчину. Женщины попросили объяснить пророку алейхиссалату вассалам, почему их религиозность недостаточная, почему она уменьшена, из-за чего она уменьшается. Почему она может уменьшаться? И пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Алейса иза хадат лям тусалли ва лям тасум». Разве женщина, когда у нее месячные, не оставляет намаз и пост? Оставляет. Приказано ей оставлять. Уменьшаются деяния. Уменьшается, соответственно, иман. Хорошо. Уменьшается религиозность. То есть пророк алейхиссалату вассалам указал на то, что религиозность, иман может что? И уменьшаться. Каждый верующий человек, когда изучает акиду, должен понимать, что акида изучается не как теория, не как теоретическое знание. Да, мы не какие-то теософы или теологи. Подобно тому, что есть у христиан, есть у иудеев, и есть у некоторых людей, которые считают себя образованными, у которых акида свелась просто к теории, к теологии и так далее. Акида изучается для того, чтобы увеличился иман человека, увеличилась его богобоязненность, и тем самым заслужил он удовольствие Аллаха субхану ва тааля и вошел в рай. Поэтому нет в исламской акиде чего-то, что просто так сказано. Просто так, как информация. Нет. Поэтому мы изучаем для этого акиду, и каждый верующий человек задается вопросом: а какие же причины могут увеличить иман? Что я могу сделать, чтобы увеличился мой иман? И в общем можно сказать, что этих причин для увеличения веры их 4. 4 причины увеличения имана, которые мы должны знать. Первая причина – это изучение таухида. Изучение единобожия, изучение акиды. Первая причина. Очень важная причина. Обратите внимание, многие люди, даже те, которые называют себя последователями праведных предшественников, среди них такие есть. Многие люди, которые уже много лет совершают намаз, много лет совершают различные виды поклонения, и которые вроде бы называют себя искателями знаний, их интересует вопрос кейф, как, но не интересует вопрос лима. Лиман для кого? Лиман для кого? А верующий обязательно должен эти два вопроса совместить в себе. Обязательно 2 вещи. Лиман для кого? Кейф как? Лиман для кого? Ты должен познать своего Господа. Кто Аллах субхану ва тааля? Изучать его таухид. Изучать акиду, убеждения ислама, вероучения. Чтобы у тебя был ихляс, чтобы ты понимал, кому ты поклоняешься,
чтобы ты понимал, что только Аллаху Субхану ва Тааля можно поклоняться и никому больше. И нужно кейф. Кейф, как поклоняться, как совершается намаз, как делать зикры, как совершаются зикры утром и вечером, как поститься, вопрос взаимоотношений, как вести торговлю, это тоже нужно. Но людей почему-то интересует вопрос кейф, как. И, соответственно, какая наука изучает как? Наука фикх, как поклоняться и как осуществлять взаимоотношения между людьми. Да, когда идет урок фикха, люди оживляются, и интересуются, и много, и вопросов много. Но прежде этого вопроса стоит что? Лиман, для кого? Вопрос ихляса, потому что поклонение принимается при наличии двух условий. Каких? От тебя Аллах примет. Если есть ихляс, искренность, то есть таухид нужен. А второе что? Мутаба, то есть в этом деянии ты должен следовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Да. Второе, да, люди изучают часто, алхамдулилля, больше у них стараний, а вопрос лиман, для кого, вопрос ихляса, таухида пренебрегают многие люди, к сожалению. Когда говоришь ему про это, еще и злится, и говорит, ну что вы все время толдычите. Акида, таухид. Так, первое, это изучение таухида, что увеличивает иман человека. Второе, это размышления о созданиях Аллаха Субхану ва Тааля. Смотри на окружающий мир, смотри на самого себя, на то, как ты устроен, как устроено твое тело, как устроена твоя психика. Посмотри на окружающий мир, на галактики, на звезды. На все посмотри, на реки, на моря, на горы, на животных, на растения. Посмотри, подумай, задумайся. И вот эти размышления о созданиях Аллаха Субхану ва Тааля увеличивают веру человека, несомненно. Третья причина – это обилие совершаемых человеком богоугодных деяний. Совершай побольше дел, угодных Аллаху Субхану ва Тааля, потому что покорность Аллаху увеличивает иман. А четвертое, противоположное этому, что? Меньше совершай грехов, мало. Да, конечно, человек не избежит грехов, но насколько возможно, ты обязан, ты должен отказываться от слушания Аллаха Субхану ва Тааля, от малого слушания, от большого слушания. Это слушание сердцем, потому что грехи сердца, они многочисленные. Многие люди обращают внимание на внешние грехи, но забывают о грехах внутренних, пренебрегают внутренними грехами. Да.